Здравствуйте, дорогие мои второклассники! Приветствую вас на уроке русского языка. Приготовили все необходимое для урока и готовьтесь получить новые знания. Посмотрите, Айгуль и Азамат пришли домой к другу. Познакомьтесь, ребята, это Настя Смирнова, это Виктор Смирнов, Митя Смирнов, а это маленькая Надя Смирнова. Что вы заметили, ребята? Да, у них одинаковые фамилии. Ребята, узнав их фамилии, мы можем сказать, что они из одной семьи. Из семьи Смирновых. Они родные. А вы знаете, что и слова могут быть из одной семьи? Да, ребята, такое тоже бывает. И их мы называем родственными словами. Тема урока – родственные слова. Сегодня на уроке мы познакомимся с родственными словами. Научимся определять родственные слова. Посмотрите, это улица Садовая, а это сад. В саду работает садовник. У него рассады. Он ухаживает за палисадником. Что общего есть в этих словах? Правильно, они близки по смыслу. Все эти слова связаны по смыслу со словом сад. Имеют они еще одинаковую часть – сад. Такие слова называются родственными, ребята. Слова, близкие по смыслу и имеющие общую часть, называют родственными словами. Спишите в тетради группу слов. Подумайте, родственные ли это слова? Молодцы! Слова лис, лисичка, лисенок – родственные слова, а листья – это лишнее слово. Почему? У них же есть общая часть? Конечно, потому что слово «листья» не имеет ничего общего со словом «лис» или «лиса». Сыграем в игру «Третий лишний». Прочитайте группу слов и найдите лишнее слово в каждой группе. А теперь проверьте, правильно ли вы нашли лишние слова. Учитель, ученик, школьник. В этой группе лишнее слово школьник. Все три слова имеют общий смысл, но не имеют общую часть. Следующее. Вода, водолаз, водитель. В этом ряду лишнее слово водитель. Молодцы, у кого правильно. Эти три слова имеют общую часть, но не имеют общий смысл. Слово водитель не связано со словом вода. Шиповник, шипучка, шипы. Лишнее слово шипучка. Слово шипучка не имеет близкого смысла со словами шиповник, шипы. И последнее. Булочник, булавка, булочка. Конечно, лишнее слово – это булавка. Булочник готовит булочку, а булавка тут ни при чем. Молодцы, если справились, ребята. Ну а теперь сами подберите родственные слова к данному слову. Итак, посмотрите, какие слова можно было написать. Домик, домище, домашний. Есть такое слово бездомный, домишка. В доме живет домовой. Если не успели, дополните свой кластер.
Отдохнули? Ну вот и хорошо. Ребята, отгадайте загадку. Лежала под елками подушечка с иголками. Лежала, лежала, да побежала. Конечно, это еж. Ребята, сейчас я вам прочитаю про ежа интересные факты. А вы слушайте внимательно и попытайтесь найти родственные слова. Ежи появились на Земле приблизительно 15 миллионов лет назад. На теле ежей находится примерно 10 тысяч иголок. Иголки на теле ежа обновляются один раз в 3 года. Около года растут иглы на еже. И еще ежи имеют 36 зубов, которые к старости выпадают. Ежам очень нравится молоко. Именно по этой причине они часто селятся возле фермы. Ежата у ежей рождаются полностью слепыми и без иголок. Интересно было вам послушать? А теперь выпишите из текста родственные слова. Проверьте. Ежи, ежей, ежам, ежата, ежа. Иголки, иглы, иголок. Ребята, о ежах есть много еще интересных фактов. Читайте больше энциклопедий, и вы узнаете больше. Отгадав мои загадки, вы соберете родственные слова. Слушайте внимательно и отгадывайте. Мальчик, который ходит в школу. Это ученик. Человек, который идет в школу, чтобы обучать. Это учитель. Помещение, где сидят обучающие, то есть учителя. Это учительская. Самое необходимое, чтобы быть грамотным. Обучение. Руководитель в школе, который следит за учебным процессом. Да, это завуч. Молодцы. Слова ученик, учитель, учительская, обучение, завуч связаны между собой по смыслу и имеют общую одинаковую часть – уч. Запишите в тетрадях родственные слова и придумайте предложение. Ребята, а посмотрите, как придумали родственные слова Айгуль и Азамат. Проверьте, правильно ли они сделали задание. Азамат написал слова белка, белочка, белый. Молодцы, ребята. Азамат допустил ошибку. Слово белый тут лишнее, потому что слова белый и белка не имеют общего смысла. Читаем слова Айгуль. Рыжий, рыжик, рыжеватый. А у Айгуль все правильно. Все 3 слова имеют одно лексическое значение и имеют общую часть слова. Посмотрите, Азамат наш расстроился, что не умеет правильно находить родственные слова. Давайте мы ему поможем. Для начала объясним, какие слова могут быть родственниками. Это слова, которые имеют общее значение, и слова, которые имеют общую часть. Вот, например, это сахар, а это сахарница, а это вами любимая сахарная вата. Слова сахар, сахарница, сахарная имеют общую часть. Эта часть сахар. И все 3 слова имеют общее значение. Во всех словах говорится о сахаре.
А если взять слова школа, школьник, ученица, эти три слова имеют общее значение, но в словах нет общей части. Слова школа и школьник имеют общую часть школ, а в слове ученица нету этой части. Так что школа и школьник – слова родственники, а слово ученица – оно лишнее. Кажется, Азамат все понял. Ну а мы с вами давайте оценим наши усилия на уроке. Проанализируйте свои старания. Дополните выражение. Я научился. Мне было интересно. Мне было трудно. Мне понравилось. А я прощаюсь с вами, ребята. До следующего урока.